Я назвала те выборы позором, я не голосовала за этого Башкана, но, извините, суд утвердил, и ничего другого не остается жителям автономии, как признавать ее как Башкана, потому что кто-то за нее голосовал. Я не признаю и не хочу, и мне все равно, что решил суд, потому что, извините, что перебила, это для меня всегда такой триггерный момент, то есть почему я должна ее признавать? Почему я должна признавать? У нас еще есть не доказано действие правомерности действий Центральной избирательной комиссии Гагаузии, когда они утверждали. То есть сейчас идет суд, который расставит все точки над «и». Если судебная инстанция решит, что Гуцул была избрана законным путем, я тогда скажу, что да, хорошо. Ну а вот я смотрела на эту ситуацию. Признаю, я смотрела на эту ситуацию так, что суд признал, значит, я, как житель этой автономии, должна признать, что вот такой Башкан у нас на эти 4 года. Давайте я вам возражу, чтобы мы, знаете, я когда читаю или смотрю ваши передачи, читаю комментарии, я вижу, что иногда, когда вы парируете с сарказмом, люди воспринимают это за чистую монету и думают, что, ну вот Жекова сказала, что вот так. Ну, давайте мы им объясним, что, как минимум есть основания сомневаться в легитимности решения, которое приняло ЦИК, потому что оно контролировалось Народным собранием, Константиновым, теми же людьми, которые там заседают. Безусловно. Это для вас очевидно, для них-то нет, для людей, которые не мыслят Наталья, понимаете, мы вот сейчас говорим опять об этих выборах, но никто же тогда из других кандидатов, которые были, они не возразили. И это тоже позор, да. И это позор, да.